Госкомитет Якутии по занятости населения Министерства образования и науки Республики завтра, 18 сентября, организует республиканский форум инвалидов, посвященный вопросам трудоустройства якутян с инвалидностью. Более подробно об этом форуме сегодня нам расскажет Степан Москвитин, председатель Государственного комитета Республики по занятости населения, а также Надежда Михайлова, руководитель отдела этого же комитета. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, какие основные задачи и цели ставят перед собой организаторы, когда устраивают этот форум? Вообще надо сказать, что сегодня в республике проживает 25 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. Так? Из них работает только 7 тысяч человек. А стоит задача к 2021 году сделать так, чтобы работало порядка 12,5 тысяч инвалидов. Так? Ну, почти половина, да? Сегодня эта проблема очень серьезная. Вы же понимаете, что и здоровому человеку трудоустроиться не так-то легко, так, а инвалиду, конечно, трудоустроиться гораздо сложнее, в 2-3 раза сложнее. Так. Поэтому сегодня государство, эта работа ведется по всей Российской Федерации. Есть определенные, требования, задачи, которые перед нами стоят, перед службой занятости. Мы приняли программу, так. Ежегодно мы трудоустраиваем порядка 360 инвалидов. Так, показатели, надо сказать, с каждым годом растут, но тем не менее проблем очень много. Так. Но этот форум, который мы завтра проводим совместно со всеми обществами инвалидов, Северо-Восточный федеральный университет, Министерство образования и науки, наши партнеры-работодатели, такие как Саха-Энерго, Лорд и так далее, крупные предприятия, Алмаз-Энергенбанк. Этот форум, конечно, он приурочен к году содействия занятости, имеет совершенно конкретные цели, актуализировать данную проблему, так, чтобы выработать толерантные отношения и среди работодателей, и среди работников к инвалидам. Так. Масса проблем, мотивации инвалидов, обучения инвалидов и так далее. Поэтому все эти проблемы и проблемы, новых подходов, новых идей, как же сделать так, чтобы трудоустроить более эффективно инвалидов, эти вопросы все мы завтра будем обсуждать на нашем форуме. А какие мероприятия будут проводиться в рамках этого форума? В рамках форум проходит в один день. В рамках форума у нас состоится научно-практическая конференция. Отдельное спасибо Северо-Восточному федеральному университету. Так. Будут две площадки дискуссионные. Совместно с работодателями будем обсуждать проблемы трудоустройства инвалидов. Так. Вопросы трудовой занятости молодых инвалидов, отдельная дискуссионная площадка. Традиционная ярмарка вакансий. Порядка 30 работодателей предоставят свои вакансии, так, для того, чтобы трудоустроить инвалидов. И дискуссионная площадка по трудоустройству молодых инвалидов, по их проблемам. Так. Но в целом, я думаю, что довольно-таки интересный форум должен состояться. Он, повторюсь, он будет проходить в торговых рядах Кружала, который любезно на безвозмездной основе предоставил губком Драгметалл, за что им отдельное спасибо и благодарность. Так. Приходите. А кто может принять участие в этом форуме? Все заинтересованные лица, так, и работодатели, и инвалиды. В целях и актуализации проблем, пригласили и известных инвалидов, спортсменов, паралимпийцев. Вот такая небольшая автограф-сессия от Ахинова. Для мотивации, да, скажем? Для мотивации, другие очень интересные люди, которые добились, несмотря на свою инвалидность, таких значительных результатов и успехов. Да. Будет проходить, мастер-классы, те инвалиды, которые, работают по нашей программе самозанятости, чем они занимаются, они будут представлять всю свою, работу на этом форуме. Надежда, скажите, пожалуйста, а какая практическая значимость этого форума для самих граждан с инвалидностью? Конечно, практическая значимость очень большая. К нам обычно обращаются инвалиды в целях трудоустройства. И поставить этот вопрос на,
на такой уровень, чтобы этим вопросом решали не только как бы служба занятости, да, но и этим вопросом занимались и работодатели, да, занимались и органы местного самоуправления. И также большая значимость того, что каждый инвалид, который желает трудоустроиться, он должен иметь свою высокую мотивацию в целях трудоустройства. Мы хотим поднять вот именно уровень, цель, значит, и значимость вопроса трудоустройства на уровне вот республики, чтобы этот вопрос как бы то есть решался на уровне консолидации всех сил и, значит, ну, например, значит, органы местного самоуправления, чтобы и органы, значит, исполнительные органы, ну и сами безработные также трудоустраивались. А вообще на какие работы чаще всего устраиваются граждане с инвалидностью? Ну, обычно безработные граждане у нас с инвалидностью трудоустраиваются на значит, неквалифицированные рабочие места, да? Но есть и такие, которые трудоустраиваются, значит, медсестрами, значит, оператор ПВМ, есть и повара у нас трудоустраиваются, да? Есть и инженера, которые трудоустраиваются, но устраиваются на те места, которые, по имеющимся у них специальностям. И, значит, в зависимости от индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалида. А как вы думаете, почему вот так вот получается, что вот проживает 25 тысяч, да, граждан с инвалидностью, устраивается на работу только 7? Ну, это говорит о том, что проблема на сегодняшний день существует. Очень тяжелая проблема. Да? Не все работодатели осознанно подходят к вопросу трудоустройства инвалидов. Понятно, что надо отвлекаться с ними, создавать определенные рабочие места там, и так далее, и так далее. Поэтому в прошлом году был принят закон Госсобранием ИЛТУМЭН о квотировании рабочих мест для инвалидов. Так? Сегодня по квотируемым рабочим местам у нас порядка 3200 рабочих мест, которые работодатели обязаны трудоустроить людей с инвалидностью. Так? На сегодня работает на этих местах порядка 2600 человек. То есть мы не добираем пока около 500 человек. Так? Обладая вот такими контрольно-надзорными функциями, мы тоже следим, и прокуратура следит. Это требования республиканского закона, которые должны соблюдать все работодатели. Ну, понятно, что это не всегда удается, но тем не менее, да, мы в этом направлении движемся. Огромное вам спасибо за интересную и полезную информацию. Приходите к нам еще. Я желаю вам удачи и хорошего настроения на весь день. Спасибо вам. Приходите к нам. Дорогие друзья, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра ровно в 7 часов утра. Не забудьте настроить ваши телевизоры на наш канал, чтобы поднять себе настроение вместе с новым днем.